Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Максим Владимиров, а в нашей студии гости, и я рада ее представить. В нашей студии сегодня Розалия Ксенофонтова, член Департамента информационной политики, массовых коммуникаций и культуры молодежного правительства Республики Саха-Якутия. Розалия, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Мы еще ждем Андрея Сосновского. Возможно, Да. Он прямо с минуты на минуту сейчас зайдет в нашу студию. Буду рада, если так получится. Ну а пока начнем. Наверное, первый мой вопрос будет, согласно теме нашего разговора, говорить мы сегодня будем о такой общественной организации, как Молодежное правительство Республики Саха-Якутия. Вот как раз к нам подошел Андрей Сосновский, и я рада с вами поздороваться. Андрей, здравствуйте. Спасибо, что добрались. И представить вас заместитель председателя молодежного правительства Республики Саха-Якутия по кадроправовому блоку. Добрый день. Спасибо, что пришли. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о такой организации, как молодежное правительство. И, собственно, наверное, начнем с того, что когда она организована, эта организация, какие ее цели, кто инициатор. Пожалуйста, Андрей, с корабля на бал, сразу вам слово. Да, на самом деле молодежное правительство у нас существует давно. Мы в прошлом году отмечали 15 лет, это уже, собственно, такая значимая дата, и сейчас уже существует 5-й состав молодежного правительства. В целом, как общественная организация, это больше консультационный орган, который оказывает консультации по тем или иным вопросам. Конечно, сейчас, когда мы говорим про деятельность молодежного правительства, все-таки коронавирус, и в целом каждый состав приносит что-то новое. Поэтому есть определенные изменения. Сейчас, например, у нас молодежное правительство – это такой мост между основным правительством и мнением молодежи по тем или иным социально значимым аспектам, по проектному управлению. На самом деле, мне кажется, многие так или иначе сталкивались с проектами Молправа, просто, наверное, не знают о том, что их создало именно молодежное правительство. Например, во время столетия СССР на посадочных талонах именно дизайн был в рамках проекта молодежного правительства. В многих поликлиниках существуют QR-коды, которые разработаны в помощь молодым родителям. Это тоже проект молодежного правительства. Если мы вспоминаем деятельность первых-вторых составов, например, в прошлых выходных был на подведении итогов моей профессии IT. Это значимый проект Министерства образования, который появился тоже в рамках деятельности молодежного правительства. И на самом деле очень много проектов, которые именно начинало молодежное правительство. Но, конечно, есть свои особенности, так как это общественная организация, то мы начинаем проекты, их формируем, и уже потом основное правительство, скажем, наши старшие товарищи, они уже непосредственно обеспечивают те или иные ресурсы, которые нужны для этого проекта. Вообще так звучит молодежное правительство. Я даже сначала подумала, что это орган власти. И вот Розалия меня за кадром поправила, что нет, это общественная организация, но так громко названа. Розалия, может быть, вы расскажете о том, как вы пришли в эту общественную организацию и зачем вам это нужно? Я стала членом в прошлом году и вступила в состав уже 5-го, получается, состава молодежного правительства. В несколько этапов шел отбор членов, мы заполняли анкеты, проводили акцию, затем уже было очное интервью всех кандидатов. Я, как человек, работающий в библиотеке, пришла с проектом, направленным на работников молодых сферы культуры, с целью создания ассоциации молодых работников культуры, а также для того, чтобы организовать форум молодых библиотекарей России, который должен пройти в следующем году, и это международная ярмарка «Книжный ветер», которую проводили мы с коллегами тоже по инициативе молодых библиотекарей в прошлом году, и хотим, чтобы это мероприятие стало таким большим событием не только для республики, но и для всего Дальнего Востока, для того, чтобы продвигать писателей нашей республики, продвигать их в другие регионы и по всей стране, чтобы к нам в республику приезжали писатели всероссийского
российского уровня, которые очень популярны и среди молодежи, возможно, зарубежных авторов тоже приглашать, которые сегодня тоже очень большую популярность обретают среди молодежи. Что касается Ассоциации молодых работников культуры, хотелось бы, чтобы эта тоже общественная организация была направлена на то, чтобы формировать кадровый резерв в сфере культуры, объединять молодых работников данной сферы, чтобы в рамках работы ассоциации молодые работники и театров, и культурных центров, библиотек, музеев и других организаций могли бы проходить курсы повышения квалификации, переквалификацию, да, готовить молодых управленцев, побольше, чтобы было мероприятий в летнее время культурных в нашем городе Якутске, чтобы, возможно, проходили какие-то театральные бульвары в наших парках, да, потому что лето у нас очень короткое, и хочется приобщать людей к деятельности культуры, чтобы те, кто не ходил, возможно, обратили внимание, начали уже посещать культурные учреждения, особенно те, кто приезжает с районов, чтобы они имели возможность так случайно познакомиться, да, с учреждениями культуры, с представителями, и у нас есть огромный потенциал для этого, и с Министерством культуры мы уже об этом говорили, у нас была в рамках работы молодежного правительства встреча с первым заместителем министра культуры Марией Турантаевой, и на сегодняшний день мы готовим уже первое мероприятие совместно с Министерством культуры, которое будет посвящено Дню работника культуры, да, и мы должны как раз-таки собрать молодых специалистов к концу марта и уже такую первую встречу провести для того, чтобы представить как раз и структуру, и идею создания этой ассоциации. Мы говорим о библиотеке Smart. У вас всегда очень много мероприятий, часто они бесоплатные, да, эти мероприятия. Вы ждете туда, приглашаете абсолютно всех желающих. А как в этом еще может лучше помочь вот общественная организация «Молодежное правительство»? И так вроде бы все хорошо. Или и потому и хорошо, что вы там состоите? В первую очередь молодежное правительство объединяет молодых лидеров, активистов, да, со всех сфер. И у нас около 30 членов совершенно еще разных сфер, да, еще и резерв есть, и это представители и муниципальных, и госслужащие, это и предприниматели, да, и это совершенно разные сферы, и как раз-таки мы можем объединяться, находить друг друга, таких же инициативных молодых лидеров, которые готовы проводить что-то, помочь нам в чем-то, да, это могут быть и врачи, и люди, которые имеют какую-то деятельность в сфере, например, дополнительного образования, и педагоги это могут быть. Мы можем объединяться, что-то проводить, и какие-то, если есть инициативы, мы помогаем друг другу, мы можем масштабировать что-то, плюс еще молодежное правительство есть и в каждом регионе, и можно еще и объединяться, получается, и группами межрегиональными, и это огромный ресурс, который может помочь как лично члену, так и вообще регионам развиваться, возможно, масштабировать что-то, да. Немного дополню, да, просто многие думают, когда говорят молодежное правительство, что это только для молодых госслужащих или молодых чиновников. Скажем так, интерес к госслужбе, наверное, и какая-то лояльность должна быть у тех, кто вступает в молодежное правительство, но это далеко не топ-3 критериев в значимости для члена молодежного правительства. Самое главное, на мой взгляд, и когда вот мы проводили собеседование, например, в новый состав, это желание делать именно общественные проекты и нести какую-то социальную значимость для людей. Вот это, наверное, самый основной критерий для вступления членов молодежного правительства, потому что мы прекрасно понимаем, что любая общественная организация — это не бизнесовые проекты, это, конечно же, социальное благо определенное, которое дается там на безвозмездной основе, ну или чисто за символические какие-то там входные билеты, возможно, но при этом самое главное — это именно желание то, чтобы, возможно, настроить то, что уже существует, по-другому, чтобы, например, тем же деятелям культуры было интереснее на тех же праздниках, на тех же фестивалях, потому что иногда видим мы ситуацию изнутри. Возможно, что-то новое привнести, но вот это самое главное для члена молодежного правительства, и чем шире будет круг участников, тем, мне кажется, состав только выигрывает. Поэтому периодически мы объявляем донаборы, например, потому что мы видим, что предпринимателей не хватает, или сферы медицины не хватает, и мы как раз ищем людей с определенными взглядами, но самое главное, конечно, это желание делать социальные проекты. То есть это определенный уровень, наверное, креатива и свежего потока мыслей, идей.
Вот это самое главное. Ну и волонтерство тогда получается, ведь это общественная организация, и люди отдают туда свое время, свои идеи, да, какие-то свои, не знаю, может быть, даже разработки, да, чего-то, бесплатно. Да, абсолютно бесплатно, то есть у нас нет никакой оплаты, все полностью на общественных началах, мы еженедельно собираемся, у нас мозговые штурмы, мы обсуждаем проекты. Это, конечно, самый ценный ресурс, как вы правильно сказали, это время, которое члены молодежного правительства уделяют, ну и свежие идеи, с помощью которых даже вот основное правительство очень к ним прислушивается и пользуется ими. То есть это такое сообщество. А где вы собираетесь обычно? Мы собираемся обычно либо в Доме правительства 1, либо в Доме правительства 2, исходя из загруженности. Вот. Ну и, естественно, никто не отменял ВКС летучки, как говорится, Яндекс Телемост мы регулярно проводим. А так мы в основном собираемся либо на Ленина 30 в конференц-зале, либо на Кирова 11. Ну, в таких солидных местах Да. правительственных тоже вот кого попало-то с улицы не позовешь. Только А то сейчас нас послушают люди, у которых, может быть, масса идей, которые думают, мне туда. Так, пожалуйста, достаточно, например, подписаться на наш телеграм-канал, увидеть объявление о доп. Наборе. Я уверен, что летом, мы обычно добираем людей летом, потому что летом как-то, мне кажется, все выдыхают, как-то посвободнее становятся, и люди больше заинтересованы в общественной жизни. Вот, пройти собеседование на доп. Набор, и потом уже спокойно ходить на совещание и в Дом правительства 1, и в Дом правительства 2, так что сначала собеседование. Мне кажется, хорошее место для повышения самооценки, да, и звучит хорошо, и столько людей вокруг интересных, да, таких статусных. Может быть, мы расскажем какой-то пример, например, вот человек из какой-то организации пришел к вам в молодежное правительство, и дальше пошло-поехало, что вот он приобрел и что получилось. Из предыдущих составов. Да, ну у нас на самом деле много таких историй, это зависит от того, кто какие векторы для себя вставит. Например, из членов молодежного правительства можно привести пример. У нас Тимур Юрьевич Хандыин, ныне министр предпринимательства, торговли и туризма, он был председателем у нас 3-го состава, когда он еще работал в частном секторе, и после этого, во время работы в молодежном правительстве он стал, получается, сначала замминистра экономики, потом, получается, уже министр предпринимательства. Вот пример, как говорится, далеко ходить не надо. Вот, я думаю, вы знаете Дениса Белозерова, это 2-й состав молодежного правительства, он был директором Якутского хлебокомбината, потом стал заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия, и потом сейчас переехал, насколько я знаю, председателем в Калининградскую область, вот туда, вот в европейскую часть. То есть через молодежное правительство повышаешься в статусе и растешь? В целом, да, тут опять же повторюсь, это не основная цель, но если вам интересна госслужба и в целом вы вовлечены в нее, то это возможность познакомиться с ней, проявить себя и, собственно, пройти собеседование, вступить в кадровый резерв. То есть мы же все прекрасно понимаем, что кадровый резерв, он по-разному формируется, и сейчас есть и молодежный кадровый резерв, все, и в том числе так можно встать, например, в кадровый резерв какого-то министерства, которое вам интересно. Я как-то ждала каких-то немножко других рассказов, что вот человек пришел из какой-то организации, вступил, походил на ваши вот какие-то, да, такие мероприятия, где вы обсуждаете, и потом вот что-то для своей организации, откуда он пришел, он что-то сделал вот через это полезное, хорошее как-то. Есть такие тоже примеры, но тут, наверное, больше мы будем говорить про масштаб, а не про то, что именно для какой-то организации. То есть, предположим, у нас есть примеры, когда мы делали в целом для всех школьников Якутии определенные олимпиады на общественных началах как раз для того, чтобы они развивали свои юридические компетенции. Это был как раз один из моих первых проектов, это было еще в 2017 году, вот, я пришел в молодежное правительство в 2017 году, вот, и там мы как раз проводили на них олимпиады именно с целью того, чтобы они познакомились, как профориентация, то есть мы взяли на себя эту функцию, и мы ходили по школам, рассказывали именно о своих
своих специальностях, так как мы большинство были гуманитарии, мы вовлекали, естественно, в гуманитарные науки, и потом со временем было приятно слышать, что дети на самом деле заинтересовались правом и подходили, и благодарили, и сказали, что смогли определиться. Ну, я считаю, что, в принципе, проект был успешен с обоих сторон, так что те, кто не заинтересовались правом и поняли, что это не их, это тоже прекрасно, потому что люди не потратили время жизни на не то, что им интересно. Ну, точно, это волонтерское. У нас 5 минут остается до конца эфира. Может быть, я какой-то вопрос не задала, а вы хотите что-то еще осветить в этой теме? Ну, сейчас, наверное, хочется тезисно сказать, что вот недавно у нас была встреча с Кирой Евгеньевичем Бычковым. Мы очень рады, на самом деле, что председатель правительства всегда на своем уровне устраивать такие встречи. Мы обсудили основные проекты и наметили, скажем так, план реализации этих проектов на ближайшие полгода. И, во-вторых, сейчас у нас в Российской Федерации была создана стратегия молодежной политики до 30 года. Молодежное правительство и в целом все молодежные организации провели стратсессию на прошлой неделе. И теперь мы совместно с Министерством по делам молодежи, с нашим любимым, формируем, собственно, стратегию молодежной политики Якутии до 30 года и планово до 36 года. То есть мы прекрасно понимаем, что те люди, которых формируют, как они сказали на стратсессии, возможно, уже не будут молодыми людьми, но тем не менее, все равно они все вместе делают это и очень хотят, чтобы именно появилось больше возможностей в районах, в муниципальных образованиях для развития молодежной политики. А вы кого приглашаете в свои ряды? Есть ли какие-то возрастные ограничения? И есть ли возможность, допустим, мы выходим на всю республику, из других каких-то районов, да, городов присоединиться к вам вот, ну, онлайн, да? Онлайн есть, у нас даже есть члены, которые студенты с Владивостока. Мы всегда приветствуем на самом деле именно районный компонент, потому что это очень важно, чтобы люди с районов вовлечены были вот в такую деятельность. И люди с 14 до 35 лет, потому что это молодежное правительство, как мы в соответствии с законодательством привлекаем таких. И особенно вот обращаясь тогда к районам, хочется сказать, что во многих районах открывались молодежные администрации, они существуют. И опять же, если у вас нет молодежной администрации, вы можете выйти напрямую на нас. Если есть, вы можете узнать про такую администрацию, и она взаимодействует с нами. И вот такие ресурсы очень важны, потому что вы сможете инициировать многие проекты, которые, скажем так, подсветить с районного уровня сразу на республиканский. Это будет такая, скажем так, лестница, лифт такой социальный для ваших проектов, и мне кажется, это прекрасно. Поэтому, если хочется и есть конкретные идеи, это прямо вот про нас. Так хорошо говорить, я бы слушала и слушала вас. Розалия, может быть, у вас есть что-то еще дополнить к сегодняшнему? Я бы сказала, что это очень классно знакомиться с новыми людьми из совершенно разных сфер, чувствовать, что есть такие же активные люди, поэтому, если кто заинтересовался, будем очень рады пополнению в наши ряды, чтобы могли реализовать не только в своем районе, возможно, но и на уровне всей республики ваши инициативы, проекты, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Вы же не так давно вступили в Да, я только вот с ноября молодежное... стала членом 5-го состава. А что-то как-то у вас поменялось до и после сейчас вступления? Получается, что я вовлечена в несколько таких инициатив вместе с ребятами. Мы готовим эфиры о городах-героев нашей республики, также проводили мероприятия ко Дню науки, работаю вот по своей инициативе. И, конечно, мы сейчас активно знакомимся друг с другом, с новыми людьми, с инициативами друг друга. И я думаю, что нас ждет очень такая плотная работа, очень много новых впечатлений, и стараюсь присоединяться туда, где могу быть полезна со своими навыками, какими-то компетенциями. Значит, эмоциональное состояние тоже как-то поменялось? Да, и конечно. Вы так говорите об этом с улыбкой, поэтому, наверное, как-то стало веселее, да? Да, несомненно, да. У нас остается минута до конца нашего блока. Дорогие друзья, вы не переключайтесь, будет короткая реклама, затем будут еще другие гости, будем говорить о культуре, но сейчас, может быть, вы еще хотите сказать, минута у нас остается, какие-то пожелания нашим слушателям и зрителям, может быть, еще раз сказать, где вас найти, присоединиться к вашему сообществу, пожалуйста. Ну, телеграм-канал Молодежного правительства Якутии, группа ВКонтакте у нас тоже есть, так что подписывайтесь, изучайте, смотрите, следите за новостями. Доп. Набор в этом году будет
точно, если вы заинтересовались. Ну и самое главное, наверное, хочется на вдохновляющей ноте закончить. Всегда трудно сделать первый шаг. То есть надо не бояться делать первый шаг, подавать заявки, там, анкету, если вам интересно. Ну и просто хотя бы выйти на молодежную администрацию своего района и сказать, что вот есть такая инициатива, давайте как-то вместе будем реализовывать. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня в нашей студии гостили Андрей Сосновский, заместитель председателя молодежного правительства Республики Саха-Якутия по кадроправовому блоку. И также сегодня в нашей студии Розалия Ксенофонтова, член Департамента информационной политики, массовых коммуникаций и культуры молодежного правительства Республики Саха-Якутия. Спасибо, что были с нами. Короткая реклама, и увидимся снова. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Здравствуйте еще раз. Для вас в прямом эфире программа «Якутск сегодня». И в нашей студии гости, я рада их представить. Говорить мы будем в ближайшие 18 минут о культурных мероприятиях в Национальном художественном музее, которые проходят в эти дни. И, в общем-то, сегодня в нашей студии люди, которые имеют непосредственное отношение к этой теме. Итак, Сардана Посельская, заведующая отделом социокультурных взаимодействий Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Сардана, здравствуйте. Добрый день. И Ольга Фролова, методист по музейно-образовательной деятельности Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Но, наверное, мой первый вопрос будет о том, что какие выставки на сегодня проходят в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия, которые, на ваш профессиональный взгляд, нужно обязательно посетить и жителям нашего города, и нашей республики, и гостям. Еще раз здравствуйте. В основном здании Национального художественного музея сейчас проходит замечательная выставка под названием «Стихия» бурятского художника-скульптора с мировым именем Даши Намдакова. На сегодняшний день данную выставку посетило более 3000 человек. Также в основном здании и в нашем филиале, в выставочном зале, недавно мы открыли выставку «Легенда» современных монгольских художников-живописцев. Также музей продолжает проводить выставочные проекты и собрания музея. И в этом году мы отмечаем 80 лет Победы, Великой Победы. И сейчас мы проводим выставку о защитнике Отечества. Такая камерная, очень интересная выставка. Из художников Якутии стоит отметить выставку классика изобразительного искусства, графика первого лауреата Государственной премии имени Платона Алексеевича Аюнского, Афанасия Петровича Мунхалова, юбилей которого мы в этом году отмечаем, 90 лет со дня рождения. Ну вот в данное время проходят такие интересные выставки. Я была знакома с Мунхаловым, Афанасием Петровичем, да. Ефросинья Семеновна меня так спротежировала, Наговицына, огромное ей спасибо, если вдруг она будет смотреть наш эфир. И такое у меня приятное впечатление о нем осталось, такой скромный человек. И с удовольствием, мне кажется, каждый, кто придет в музей, увидит его картины. Да. Обязательно. У него же линогравюра. Линогравюра, да, и вывел нашу графику якутскую на мировой уровень. А про выставку Даши Намдакова просто слагают легенды. Говорят, это так чудесно и прекрасно, столько отзывов, и все положительные. Хотя по тем фотографиям, которые есть и в соцсетях, и в новостных каких-то пабликах, достаточно сложное, мне кажется, восприятие, и не каждому по силам. Или я ошибаюсь? Наверное, все-таки ошибаетесь, потому что, ну вот каждая выставка, да, это, конечно, такой какой-то огромный мир, и для каждого человека, вот, начиная от малышей, заканчивая там старшим возрастом, да, мы подходим, делаем такие публичные программы, чтобы каждый человек прикоснулся и понял эту выставку, да. Ну вот, например, по Даши, вот на примере вот этой выставки Даши расскажу. Ну вот для школьников у нас мы такую сделали программу, которую назвали очень интересно «Скульпт Ура». Это для школьников, где не только дети смотрят сначала, вникают в это искусство, такое очень сложное, это скульптура,
Это очень сложный такой жанр, да. Но там, на этой же выставке они делают пластические этюды по этим образам, которые, кстати, да, они сложны, там и мифические герои, какие-то исторические. Пластические этюды это что? Это пластические этюды, например, они копируют созданный образ Это же так автором. интересно. Это практически такое актерское, да? Это актерское, чтобы привлечь, чтобы им было интересно, и с удовольствием в эти пластические этюды играют и взрослые. И помимо вот экскурсий, помимо пластических этюдов, конечно же, заключение такое – это арт-практикум, где дети сами предстают уже себя, представляют в образе скульптора и под руководством художника создают свои такие пластические из культурного пластилина обереги и уносят с собой. Это каким-то определенным дням могут прийти, да, родители с детьми по пушкинской карте, да, можно? Записываются на эту публичную программу, работает у нас со среды по воскресенье эти программы, то есть каждый житель может записаться, и каждый школьник может записаться и посетить эту публичную программу. Но, а говоря о молодежи и подростках, да, это ведь тоже дети, которым что-то нужно новое показать, не как для малышей. И разработали такую программу «Интеллектуальный квиз. Скульптуры на пальцах». Да, тоже такое внедрение вот в эти мифы, где кочевники, что там еще у нас есть, кочевники, минотавры, такие интересные образы. И в конце дети уже сами ходят и ищут какие-то ответы на вопросы, да, и потом выбирает самого лучшего, смекалистого, самого внимательного подростка, кто пришел на эту выставку. Вообще, мне кажется, обязательно нужно, чтобы был гид в музее, потому что сам ты там потеряешься, да, и как ты чего-то не увидишь, и что-то не узнаешь. Поэтому, наверное, все-таки стоит, когда приходишь в музей, в какие-то вот эти вот группы экскурсионные попасть. У нас, в принципе, мы людей не ограничиваем, да. Музей, например, в отличие от театров, мы работаем с утра до вечера, есть определенные там выходные дни. Тем не менее, все-таки, чтобы ближе познакомиться с искусством, да, особенно для школьников, студентов, да и взрослым, мы обязательно предлагаем публичные программы, да, вот, о которых мы сегодня и вам расскажем, потому что они могут, конечно, с семьей провести время, провести свой культурный досуг, выход там в свет, можно так сказать, да, но музей же еще такое место, где место силы, место притяжения, и наш музей еще выступает как центр образовательный и просветительский. Вот. И мы обязательно сегментируем аудиторию, да, например, экскурсия с арт-практикумом, который подойдет для младшей школьной группы, да, такая программа, например, не подойдет для подростков или для студенческой аудитории. Поэтому нашими сотрудниками, методистами вот по музейно-образовательной деятельности, опытными педагогами, да и экскурсоводами, работаем мы большой командой, разрабатываем различные программы. Да? Вот для молодежи, вот хотим сегодня тоже наглядно показать, мы разработали программу «Комплексный билет», который позволяет не только посетить выставку, да, но и принять участие в таком творческом мастер-классе по созданию, например, стилизованной диадемы. Да, вот это молодежи очень нравится. Данная программа доступна по пушкинской карте. Причем материалы, да, вот для того, чтобы создать, мы обязательно предоставляем. И вот, как вы заметите, да, материалы, они и несложные, из подручных средств, казалось бы, это можно сделать, но наши художники обязательно вот показывают, как можно создать такие вещи, ну, скажем так, декоративно-прикладного характера, да. Сейчас очень модна архаика среди молодежи, да. Сейчас упор делается на стилизацию. Скоро время эсэха, поэтому вот наши художники
придумали такой мастер-класс по созданию косоплетки. Это как бы очень интересно. Это вплетается в косы, да? В косы, вот. И вот бусинки и так далее, это все как бы, да, под стилизацию, под старину, скажем так. И так как это выставка скульптуры, да, это немножко другой вид искусства, чем графика или живопись, мы в технике чеканки, это тоже очень интересная техника, художники делают такой мастер-класс по созданию такого... интерьерная картина, да. можно так сказать. И оберег это еще. И можно выступает в качестве оберега. Вот это образы, например, лошади, образы там Минотавра или Горуды берется с произведений Даши Нандакова. То есть это должно быть тематически еще связано как-то с концепцией этой выставки, да, с мероприятиями, которые мы проводим. И как вот с начала выставки мы начали проводить эти мастер-классы, и можно сказать, что они довольно-таки пользуются популярностью среди нашей молодежи. А вот это кто сделал? Это как пример сделали наши художники. Наши художники, потому педагоги. Что могли бы мы принести, но, к сожалению, мы не увидели, потому что люди их с собой забирают. Да, все забирают. Вот. И на 8 марта многие уже сделали мужчины своим дамам подарок, купив такой комплексный билет, и приходили, и вот женщины делали себе подарок, косоплетку, чеканку, и уходили. Я уже думала, сами мужчины пришли, сделали и подарили. Можно и так, можно и так. Если люди желают, конечно, мы не ограничиваем наших посетителей. Это может сделать кто угодно. Да, молодые парни приходили, делали диадему совместно со своей девушкой и делали чеканку. Кстати, очень хорошо получалось. А насколько популярны такие мастер-классы? Знаете, можно сказать, что они популярны, но все дело в рекламе. Вот я думаю, что вот это радио, да, оно передают друг другу, как обычно в нашей жизни. Сарафанное радио. Сарафанное радио, оно работает, и люди потом приходят. Может быть, и больше бы было бы, да, может быть, даже не все знают о том, что есть вот такие вот программы в музее, потому что мы же привыкли там в музей прийти посмотреть. Кто-то даже просто пришел, сам посмотрел, даже, может быть, и не знает о том, что есть возможность получить гида, экскурсовода, да, для себя, для одного там даже, да, или для маленькой какой-то группы прийти с друзьями, хотя это можно так сделать, да? Обязательно, да, можно. Даже если один человек придет, он может... Нет, мы проводим экскурсии для организованных групп, то есть это сборная группа, да, то есть в определенное время на сайте у нас как бы время указано, и в определенное время, когда единичные посетители приходят, мы как бы собираем их в одну группу, и сборная группа идет как бы на экскурсию от 5 человек. Тогда, чтобы попасть в группу, чтобы был гид, нужно тогда пойти на ваш сайт и посмотреть, обязательно, да, в какое время посмотреть, да. И уже в конкретное время прийти. Весенние каникулы. Да. У вас наверняка есть планы, и вы наверняка приглашаете школьников, у которых появится побольше времени для отдыха. Да, конечно, приглашаем всех с нетерпением. Мы уже ждем, мы уже готовим программы, публичные программы, в которых будет и мастер-классы, конечно, эти, да, архаика традиций, по созданию косоплетки, диадемы, плюс еще мастер-классы по рисованию акрилом, по живописи. И публичные программы, вот то, что мы назвали, это скульптура на пальцах, это скульптура. У нас же еще есть филиалы, городские филиалы, которые тоже работают с посетителями. У них тоже будут свои весенние такие программы. Поэтому приглашаем всех учащихся к нам в музей, чтобы они для себя что-то открыли новое, вдохновились, отдохнули культурно и познавательно. Кстати говоря, об этом вот хочется еще сказать, что для школьников на выставке Даши мы придумали такой фестиваль, чтобы привлечь больше учащихся к культуре. И этот Даши-фест, он в сентябре месяце будет такой заключительный этап. И та школа, чьи дети больше всего в количественном плане входили в музей, они от музея, конечно, получат хороший какой-то приз. Ну, то есть стимулировать. Да, чтобы школьники ходили классами,
А школы, чтобы стимулировали классы или классных руководителей, чтобы они почаще ходили как бы в музей. И музей можно рассматривать как бы не только, да, как досуг, да, как культурное времяпровождение, но, как и ранее говорила, как и центр притяжения людей, как центр образовательный, просветительский. И в залах музея можно провести, например, интересные уроки. Например, какой-то урок провести можно в формате экскурсий, почему бы и нет. Для этого и существуют эти наши разрабатываемые публичные программы. Вот. И как раз вот фестиваль Даши Фест включает несколько пунктов, да, то есть классы могут посетить экскурсию тематическую по этой выставке. Во-вторых, подростки могут посетить скульптуру на пальцах. Это познавательная программа, где они в конце могут участвовать в квиз-игре. Этот формат как бы для них наиболее интересен. И для младшей и средней группы школьников, скажем так, вот та программа познавательная тоже «Скульптура» с арт-практикумом, с небольшой экскурсией, знакомящей с произведениями Даши Намдокова, тоже как бы очень интересно. Вот. И мы уже, да, начали, то есть запустили уже как с началом работы этой выставки, школьники начинают уже ходить, и наибольшее количество посетителей мы также ждем во время весенних каникул. Значит, вы приглашаете к сотрудничеству учителей, директоров школ, да? Общеобразовательных школ города Якутска. И, может быть, даже и не только школ, да, и других учебных заведений. А еще кого хотите в партнеры, чтобы, может быть, сделать еще более какие-то интересные проекты, или и так уже всего хорошо и достаточно? Ну, в принципе, всегда у нас музей, это же такой живой организм, он тоже растет, развивается. И, конечно, благодаря и таким партнерским отношениям вот эти программы, они становятся более глубокие. Да? Вот, например, вот я хочу по выставке сказать Шишкина, ведь тогда у нас очень хорошая связь такая была с ботаническим садом, когда люди, придя на выставку посмотреть картины, даже могли почувствовать аромат каждого дерева. Это было так интересно. Или вот буквально мы влюбились в выставку, которая проходила недавно с музеем, с Академией наук. «Время мамонта». Такая прекрасная выставка. Мы же привыкли, что у нас только картины. А здесь были представлены и такие ископаемые, которые были найдены только у нас в Якутии. Это уникальные экспонаты. Сам мамонт огромный, чурапчинский, носорожек Саша, в котором мы тоже были все влюблены. Это дополняет. Или, например, музыкальное училище, да, имени Жиркова. Такое стабильное очень партнерство. Ведь музыка в музее — это давняя программа, это уже классика. Ну, конечно, расширяем свои связи. Вот буквально скоро у нас будет такая коллаборация с театром. Музей, театр. У вас всегда очень сильные такие мероприятия музыкальные, да, я помню, что посещала, очень всегда впечатляет живая музыка, так все хорошо, такая атмосфера приятная. Также мы стараемся в своей работе, в музейной деятельности использовать различные форматы, да, взаимодействия с посетителями. И, у нас 30 секунд до конца. И пешие, например, экскурсии могут быть, да, или когда во время выставки Айвазовского мы делали вечером программу «Марина Вайб». Это когда вот вроде бы музей не работает вечером, да, а мы сделали вот такое мероприятие. Спасибо. Приходите в Национальный художественный музей, дорогие друзья Республики Саха-Якутия. Всем спасибо за внимание, хорошего вечера. Спасибо, что были с нами. Спасибо.